После 5 месяцев вынужденного простоя из-за ограничений театры Коми возобновили свою работу. В начале августа начались репетиции, а сейчас труппы уже готовы представить зрителям первые постановки. В том, что карантин не подкосил, а только поставил на паузу культурную жизнь в регионе, убедился Павел Королев. Место сцены – социальные сети. Еще недавно только так, при помощи глобальной сети, актеры могли общаться со своими любимыми зрителями. В период пандемии формат работы сменили все театры в стране. Не стало исключением и региональная сцена. Так артисты Национального театра Коми, помимо написания шлягеров о самоизоляции, начали осваивать и новый формат онлайн-театра. На суд публики были представлены так называемые селфи-спектакли. При таких постановках каждый артист играл свою роль, не выходя из дома, а отснятый материал потом собирает на монтаже в единое произведение. Nem se comas aliment mântâne. No metai mânta, o pâcșă. Cât ce ton voșteșan. Таволын заседание помощи. В театре оперы и балета пошли дальше. В подобном формате здесь сняли выступление целого оркестра. На выходе получился клип на одну из самых популярных коми-песен «Марья Моль». Ее наверняка знают даже те жители республики, кто не владеет коми-языком, а многие вовсе считают народной, хотя написана она на стихи поэта Геннадия Юшкова. Не забыли в оперном и о классике. В удаленном формате музыканты сыграли «Лебединое озеро» Чайковского. При этом в режиме онлайн можно было не только познакомиться с произведением, но и узнать о подробностях первого показа знаменитого балета. Комментировал постановку лично председатель Союза композиторов Коми Михаил Герцман. То есть это был не какой-то там ребенок, который там вот сделал первые опыты. Нет, это уже был опытный композитор. Еще раз напоминаю, 36 лет ему было, когда был поставлен этот балет. И должен сказать, что вот это 6 февраля 1877 года – это несчастливая дата для Чайковского. Сразу забегая вперед, скажу, балет провалился. Не отставали от своих коллег и музыканты с солистами Республиканской филармонии. Для своих поклонников они также устраивали домашние концерты. Выучить новый репертуар, поработать над текстом и голосом. Время самоизоляции не прошло зря. Сейчас филармония усиленно готовится к новому сезону. Он обещает быть богатым на эмоции и открытия. Ну а в предвкушении сезона изголодавшейся публике можно узнать, как в советское время ансамбль «Ас-Якыа» покорил Европу. От первого и до последнего концерта ансамблю сопутствовал успех. Будапештская газета «Мадьяр Немзет» писала в те дни: «С первых же минут мы могли наблюдать характерные свойства высокоразвитой советской хоровой культуры, изумительную красоту и слитность звучания». До старта нового сезона остались считанные дни. Но сегодня встает другая проблема. Как вернуть людей в театры обратно? Это значит, что в каком-то смысле надо будет вернуть доверие любимого зрителя. Ведь сегодня все уже привыкли жить в режиме социальной дистанции. Впрочем, как и во все времена, маска остается символом театра. И если раньше этот символ был широко открытым ртом, то сейчас он должен быть закрытым. Иначе в театр просто не пустят.